В эфире новости в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Проверку организовали по факту автоаварии в Верхневилюйском районе республики, в которой пострадали 4 школьника. Впервые команда Ниренгринского района вышла в финал чемпионата республики по хоккею. Снимки белых медведей Колымана и Алмаза, живущих в зоопарке Ортодайду, появились в англоязычных интернет-СМИ. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с 4 школьниками в Якутии. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, говорится в сообщении. Напомню, 2 апреля на федеральной автодороге Вилюй столкнулись Toyota Land Cruiser и Toyota Wish. В момент ДТП все пострадавшие пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, оба водителя были трезвые. 2 пострадавших школьников госпитализировали в хирургическое отделение. Вакцинироваться от COVID-19 можно в 44 медорганизациях Якутии, в которых развернуто 156 пунктов. Созданы 110 мобильных бригад. Всего в республику поступило 98 212 доз вакцин против коронавирусной инфекции. Получили первую вакцинацию 60 627 человек, вторую 52 838 человек. Тем временем 26 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в республике. На Якутск приходится 17 случаев, 2 заболевших в Мирнинском районе и еще по одному инфицированному в Валайховском, Амгинском, Вилюйском, Ленском, Ниренгринском, Нюрбинском и Хангаласском районах. Капремонт энергоблока номер 2 на Ниренгринской ГРЭС продлится до конца июля. Второй энергоблок будут ремонтировать 123 дня. В течение этого времени специалисты заменят 108 тонн поверхности нагрева котла, 10 компенсаторов, 89 тонн газовоздухопроводов, 122 кубометра тепловой изоляции, высоковольтные обмотки электродвигателей, кабельные линии, контрольно-измерительные приборы. Кроме того, будет проводиться ряд других ремонтных работ. На это все будет направлено около 568 миллионов рублей. Поселок Серебряный Бор Ниренгринского района является энергетическим центром Южной Якутии. Как и везде, там существуют свои проблемы. Корреспондент Ирина Кичигина расскажет о некоторых из них. Поселок Серебряный Бор находится в непосредственной близости с федеральной трассой А-360 Невер-Якутск. Отсюда возникает проблема с большегрузным транспортом, которая приносит немалые неудобства населению. Дальнобойщики, которые идут по трассе, останавливаются прямо в поселке, чтобы закупиться в магазинах. И так стоять могут по несколько часов, а иногда целые сутки. Значит, они сюда заезжают, потом идут по кольцу. Мы на площади находимся, где они заезжают и выезжают опять. Все это движение осуществляется под знак, запрещающий знак движения грузового транспорта запрещено. А мало того, что здесь на площади постоянно ходит народ и создается угроза жизни пешеходам, еще и разбиваются дороги. Кроме этого, машины промышленных предприятий, опять же игнорируя знаки, когда везут уголь на ГРЭС, чтобы сократить путь, тоже едут через поселок. И ничем не прикрытый уголь рассыпается на дорогу и создает угольную пыль, которой дышат жители. Мы обратились в местную администрацию, чтобы узнать, какие меры принимаются для решения этой проблемы. Администрация регулярно обращается в ГИБДД по Ниренгринскому району с соответствующими заявлениями, прикладывает фотографии. На постоянной основе нам никто не может выделить патрульный автомобиль. Но меры принимаются, патруль ездит, сообщение о том, сколько фактов зафиксировано непосредственно сотрудниками органов внутренних дел, у нас не имеется. А пока остается ждать каких-то конкретных результатов от принимаемых мер, которые помогли бы жителям поселка стать спокойней за свою безопасность, здоровье и комфорт. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Ленске решена проблема с вывозом твердых бытовых отходов. Мусорные площадки сегодня очищаются регулярно, как в городе, так и в отдаленных микрорайонах. Ленчаны довольны работой регионального оператора и надеются, что такой ответственный подход к своей работе у него сохранится надолго. Региональный оператор с начала этого года самостоятельно начал уборку твердых бытовых отходов. В Ленск из Мирного была направлена специализированная техника и создана небольшая автобаза.
На данный момент мы работаем там в полном объеме, так же как в городе Мирном, являемся транспортировщиком ТКО. И также ведем всю деятельность, которая связана с рекоператором. Это отслеживание объемов вывоза на свалку, на полигон ТКО и деятельность по отслеживанию объемов сбора ТКО в городе Ленске. Ежедневно техника предприятия выходит на уборку городских объектов. Также отрабатывает заявки, поступающие от жильцов частного сектора. Надо сказать, что со своими обязанностями компания справляется хорошо. Город чист, в микрорайонах мусор тоже вывозится постоянно. У нас мусор стал более-менее хорошо вывозиться. То есть баки не такие вот, как были до этого. Ну, в принципе, я довольна. Нормально. У нас чисто, убрано. Ну, в общем, в моем, вот там, где я живу, девятиэтажки, нормально справляются, убирают вовремя, все чисто, хорошо. Я не знаю, налосы вывозят. Ну, было тут проблемы какие-то, ну, как бы они решились, я так думаю. Сейчас вовремя убираются. Ленчане довольны работой регионального оператора, а вот работники рекоператора не совсем. То и дело водители мусоровозов сталкиваются с непониманием некоторых ленчан. Одни выливают в мусорные баки фекалии, другие заполняют их крупногабаритным мусором. Техника с такой задачей просто не справляется. Кто-то и вовсе поступает вот так. Первомайская 7. Мужик не отгоняет машину. Подъехать никак невозможно. Пожалуйста, отказывается машину отгонять. Часто бывают и такие моменты. Вот с балкона выбрасывают мусор. Вот оттуда, вот с 4-го этажа. Прям выкидывают они. После этого жители жалуются на несвоевременный вывоз мусора и захламленность придомовых территорий, когда чинят преграды и создают свалки около своих домов сами. Глядя на такую картину, страшно подумать, во что бы превратился город, если бы не терпение и ответственность тех людей, которые все это убирают. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. Учащиеся с 5 по 11 классы пригородных школ будут ездить на автобусах бесплатно. Срок действия транспортной карты распространяется на 9 учебных месяцев с сентября по май включительно. Попасть в список на получение такой карты возможно, предоставив необходимые документы. Перечень документов, которые необходимы для оформления транспортной карты. Копия паспорта обучающегося с регистрацией или свидетельство о рождении обучающегося. А также родители предоставляют согласие на обработку персональных данных. Учреждение обеспечивает сбор согласия на обработку персональных данных обучающихся, ввод данных обучающихся и его фотографирование в программе, и которая в последующем предоставляется в специализированный банк авторизированной системы оплаты проезда. По заявкам учебных учреждений специализированный банк выпускает карты и передает их учебным учреждениям для выдачи обучающимся. Фильм Дмитрия Кольцова «Рядовой Черен» в эти дни впервые покажут в Алданском, Нерюнгринском и Мирнинском районах. Напомним, что фильм вышел в широкий прокат с 11 марта. Он снят по мотивам повести якутского писателя-фронтовика Тимофея Сметанина «Егор Черен». Мне, в принципе, понравился этот фильм. Ну, он о войне и о рядовом Черине, который был очень храбрым и смелым. Его считали все очень метким. Ну, у него помимо этого еще были напарники, которые были тоже очень храбрые и смелые. Эмоции вызывают такие более и радостные, и в одно время такие насторожительные. Рассказывает, как было тяжело на войне. И он слишком был боевой. И мне очень нравятся спецэффекты. Продюсеры очень сильно постарались. Я оцениваю это на 5 звезд. Просто крутой фильм. Команда Нерюнгринского района вышла в финал чемпионата Якутии по хоккею. Спортсмены обыграли сборную Якутска в полуфинале соревнований со счетом 5-4. Нерюнгринцы забили решающую шайбу за 8 секунд до конца матча. Сегодня спортсмены встретятся в финале с командой Мирнинского района. Наш телеканал покажет матчи в 11:30 и 14:30 по якутскому времени. Также трансляцию можно посмотреть на сайте телеканала во вкладке «Прямой эфир» и в мобильном приложении НВК Саха. Снимки белых медведей из Якутии опубликовали в англоязычных интернет-СМИ The Siberian Times и Daily Mail. Колымана и Алмаз, живущие в зоопарке Арто-Дайду, смеются на трогательных фотографиях якутского фотографа Натальи Оконешниковой.
Репортер журнала рассказал о судьбе медведицы, которую спасли волонтеры медвежьего патруля. В историко-производственном музее «Алроса» открылась палеонтологическая выставка. Экскурсию могут провести как для взрослых, так и для детей. О чем расскажет экскурсовод и сколько за часовую прогулку по музею отдадут мирницы, узнаем в материале Анны Брянской. Только 10 смотреть, вот как они это могут увидеть? Зеленые и красные камушки второклассники из политехнического лицея внимательно рассматривают под микроскопом. Для ребят это настоящие алмазы. Да, это тоже минералы, только не такие дорогие, как алмазные драгоценности. Этажом выше внимание ребят привлек уже гипс. Все думают, что гипс в порошочке. Нет, гипс на самом деле в кристаллах. Видите? И кристаллы прозрачные, чистенькие, красивые. А на самом деле где применяют гипс? Да, когда перелом. Кристаллы, минералы, соли, драгоценные камни и россыпи. Как они возникли, в какой среде и насколько они драгоценны. Все это школьники узнали на экскурсии по палеонтологии в историко-производственном музее «Алроса». Помимо камней и минералов, маленьких гостей ждали кости, бивни мамонта и окаменевшие ракушки. Вот так надо показывать, вот так, чтобы все видели, как они были раньше. А расскажи, что это такое? Это, короче, ящерица. Нурислам Марзакабылов про ящериц знает немного, чего не скажешь о динозаврах и мамонтах. Читает книги, смотрит научные передачи. Во время съемок захотел поделиться знаниями и со зрителем. Я знаю, что он бегал от человека. Почему? Раньше. Потому что они кидали вот такими острыми полосами. Из-за этого они хотят отомстить. И все-таки не получилось, и они сдохли. Нурис признался, вырастет и станет палеонтологом, несмотря на то, что само слово «палеонтология» пока выговаривает с трудом. На такую экскурсию могут прийти все, кому интересны раскопки и археологические ценности. После того, как музей кимберлитов слился с историко-производственным, часть экспонатов перевезли во дворец культуры «Алмаз». Их, к слову, собирали практически всей алмазной столицей. У нас очень много желающих было геологов, которые приносили из полей. Поисковые группы были, они тащили на себе вот это все. Побывать на экскурсии палеонтологии взрослые мирницы смогут за 180 рублей. Детский билет стоит 90. Экспонаты будут выставлены до середины апреля. Анна Брянская, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». К этому часу у меня все новости. Оставайтесь с нами, мы продолжим следить за развитием событий. Еще больше информации на наших сайтах як24.ру и nvk-online.ru.